У французькому сенаті організовано брудну політичну кампанію проти Азербайджану. Прийнято упереджений документ. Перекручено суть нагірно-карабахського конфлікту. Справа в тому, що члени сенату закликали уряд Франції визнати незалежність сепаратистського режиму. Абсолютно справедливою є необхідність прийняття заяви у Мілі Меджлісі у зв'язку з цим. Как я уже говорил, Министерство иностранных дел Франции выступило против признания так называемой Республики Нагорный Карабах. Ведомство считает, что этот шаг не пойдет на пользу ни одной из сторон-участниц. Есть и уже заявление Министерства иностранных дел. Давайте послушаем. Визнання Францією незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь нікому. У цьому немає інтересів Вірменії, самого Карабаху, Франції, європейських партнерів і співголів Мінської групи ОБСЄ. Армения не признает сама независимость так называемой Нагорно-Карабахской республики. Россия этого не делает. С чего вдруг Франция? Что Франция? Ну, это, в общем, всегда странно обсуждать те движения, которые происходят в голове у политиков, у депутатов. Но, тем не менее, я думаю, что главным стимулом два главных стимула для возникновения вот такой инициативы в Сенате французском — это, конечно, многочисленная, очень авторитетная, очень уважаемая армянская диаспора во Франции. Представители армянской диаспоры занимают очень влиятельные, очень значительные посты во Франции. Ну и другое — это, естественно, тоже противостояние личностное, противостояние президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и господина Макрона. Тут тоже это срабатывает. То есть одна часть депутатов оглядывается на поддержку французов армянского происхождения, а другая часть оглядывается на поддержку уже самого президента и его окружения, чтобы продемонстрировать свою лояльность, свою позицию, противоположную той, которую, ну, скажем, занимает оппозиция, которая, ну, скажем, или молчит в данной ситуации, или прямо или опосредственно поддерживает, ну, скажем, противостояние Турции против Франции на стороне, условно говоря, против нынешней власти, потому что, ну, как бы оппозиция не может поддерживать нынешнюю власть. Хотя надо понимать, что в французском Сенате только 30 человек воздержалось от голосования, один против, а все остальные за. Это очень подавляющее преимущество тех представителей, которые хотели поддержать вот эту инициативу. Она, конечно, сам документ не имеет никакой юридической силы ни для Министерства иностранных дел, ни для любых других чиновников французского государства, Французской республики. Но, тем не менее, это политический документ. Он дает сигнал. Сигнал, который, конечно, будет прочитан. Но он очень хорошо сказал уже в кулуарах самого Сената государственный секретарь Министерства иностранных дел Франции сказал, что вы этим документом мешаете нам помочь тем, кому хотите помочь вы. То есть вы нам связываете руки, потому что Франция точно уже, если не будет исключена из Минской группы, то, по крайней мере, ее голос в Минской группе будет звучать не так уверенно. И несмотря на то, что на позицию депутатов, что будет диалог обязательно, и я думаю, что в очень близком будущем будет диалог личный и господина Макрона и господина Алиева. Это будет обязательный разговор, и уже не в трехстороннем формате, позвонить вначале в Баку, потом в Ереван из Елисейского дворца. Но будет отдельная беседа, я уверен, для того, чтобы срезать эти углы, которые возникли после принятия этого документа.